Здравствуйте, дорогие ребята! Задание для суммативного оценивания за раздел «Культура, характер и личность». Задание «Текст на слушание». Притча о характере человека. И первое задание к этому тексту. Соотнесите слова и значения данных слов. Укажите стрелками. Эгоизм – поведение, целиком определяемое мыслью человека о собственной пользе, выгоде, когда индивид ставит свои интересы выше других интересов, выше интересов других. Благородство – высокая нравственность, самоотверженность и честность. Гостеприимство – качество личности, проявляющееся как готовность и способность принять у себя в доме каждого человека, накормить его, обогреть, выслушать. Доброта – духовно-нравственные качества личности, выражающие ее способность и умение делать людям благо, приносить радость, помогать, защищать, исходя из критериев добра. Определите истинность, ложность утверждений. К старику подошел юноша, который уехал из страны, где жили злые и эгоистичные люди. Истина. На все вопросы старик давал одни и те же ответы. Истина. У второго путника остались друзья в покинутом городе. Истина. Внутренняя красота есть совокупность положительных качеств. Истина. Чрезмерное себялюбие – это положительное качество. Ложь. В жизни существует закон бумеранга. Истина. В правильной последовательности расположите события. Первое. Старик у городских ворот. Диалог с эгоистичным человеком. Второе действие. Приезд человека из хорошего города. Третье действие. Диалог горожанина со стариком – это четвертое событие. Задание на письмо. Задание на говорение. Составьте высказывание на тему «Как сформировать золотой характер». То есть хороший характер, да? Золотой характер – это человек, у которого стальные нервы, но при этом он добр и нежен, который готов биться до последнего. Золотой характер должен развиваться с каждым днем, но его может получить не каждый, ведь все зависит от воспитания. Для его получения нужны трудоспособность и ответственность. Иногда на прием к психологу обращаются люди, которые золотые и замечательные для всех родных и друзей, но сам этот человек не имеет настоящей гармонии в душе. Уравновешенный, спокойный, доброжелательный, терпеливый, отзывчивый человек, что он чувствует в душе, какой ценой приобрел эти чудесные черты характера. Обиделся, но не показал виду, понадеялся, что поймут сами и не будут на нем ездить, как на лошади, не учитывая его потребностей и желаний. И так происходит годами. Или наоборот, золотой человек, читающий эту статью, совершенно доволен собой, своим поведением и своей жизнью. Но также ли довольны и счастливы люди вокруг него? Иногда близкие мучаются и страдают рядом с токсичным человеком, который весьма досаждает окружающим, критикует, жалуется, командует и так далее. Есть люди, которые путем регулярной работы над собой становятся золотыми и для себя, и для окружающих. Чаще всего эти люди, которые выстрадали свой золотой характер, пришли к нему ценой испытаний или ценой длительной работы над собой. До свидания, ребята.